пронеся с собой язык, эпос, как главное сокровище. И то, что сейчас называется Важдан, Сашком, Иронзинат. Да? Если утратить это, останется территория, которой будут пользоваться все, кому не лень. Но не останется Осетия, останется воспоминание об Осетии. С языком, что происходит, я обсуждать с вами не буду, вы это не хуже меня знаете, до этого всю беду вам расскажут лингвисты. Но сейчас вроде какие-то движения начались, но боюсь, что... Надеюсь, что будет все хорошо, хотя и боюсь, что не поздно ли начали, и недостаточно сил на это бросается и средств. Что такое Джулат? Вот там, где стоял минарет, это минарет города Магаса. Это Магас. Настоящий Магас, не тот, который понимаю. Искусственный, а тот, который настоящий. И вот пойдет федеральная дорога, она пойдет, вот, и там надо будет вести раскопки, и там город с церквами, с мечетями. Вот то, как во время Золотой Орды жители того, что мы теперь называем Змейкой, то есть когда-то вот этого аланского поселения, входили в мировую культуру, в экономику того времени, как они вписывались. Пока не пришел Тимур-Ленг, и хромой Тимур и не закончил это благоденствие. Кстати сказать, на территории Осетии был один памятник под охраной ЮНЕСКО, тот самый Татартупский минарет. И это, видимо, единственный памятник в мире, который уничтожен в результате реставрационных работ. Когда тогдашний министр культуры меня спрашивал, а как вы... А я видел накануне, это предупреждалось, что так нельзя делать. Он меня спросил, почему он упал. Я сказал, по блату. Потому что его не могли разрушить на протяжении веков. На него Пушкин поднимался. Сражение Великой Отечественной войны. Ну да, самые тяжелые. Да, там бомбежки. Да. Он выстоял. Но когда по блату становятся реставраторами, ничего не знаю, и начинают действовать. Когда по блату становится кем угодно. Врачом, инженером. Вот тогда рушится все.